Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Приемная кампания в учреждениях среднего профобразования выходит на финишную прямую. Уже 15 августа завершится прием документов. За последнюю неделю на 6864 бюджетных мест абитуриенты подали свыше 7 тысяч заявлений. Всего количество таких заявлений составляет более 37 тысяч. Вилюйский профессионально-педагогический колледж имени Чернышевского ведет набор по 9 специальностям. Как не прогадать с выбором и где проходят практику студенты, мы сегодня поговорим с директором Алевтиной Аргуновой. Алевтина Петровна, здравствуйте. Доброе утро. Давайте вот о чем для начала поговорим. На какие специальности открыт в этом году набор? Я так понимаю, есть ли какие-то тенденции, тренды у поступающих? Ну, наш Вилюйский профессионально-педагогический колледж это довольно-таки известное старейшее учреждение республики. И вот наше отличие, вот, скажем, вот уже лет 5 мы уже набираем не только на педагогические специальности, а также мы набираем и на профессиональную подготовку, то есть это технические направления подготовки. В этом году у нас выделено 257 контрольных цифр приема. Это 9 направлений подготовки, начиная с педагогики начального образования, заканчивая адаптивной физической культурой, педагогами дополнительного образования. Как я уже сказала, у нас есть набор на технические специальности. Это тоже сейчас очень важно. И на сегодня вот как раз-таки колледж, получается, уже приобретает и новую ступень развития, и в плане вообще подготовки востребованных кадров для республики. А сколько вообще у вас выделено бюджетных мест? И какой средний балл аттестата? 257, как я уже сказала. Да, в этом году у нас вообще планируется огромное количество студентов для Вилюйского колледжа. Да, у нас будет порядка 800 студентов, уже 850 студентов мы рассчитываем в этом учебном году. Средний балл аттестата у нас ежегодно все равно как бы довольно-таки высокий, это от 4 баллов. И на сегодня у нас уже подано свыше 500 заявлений. Это порядка, где-то порядка 3,9 и 4,5 балла. Но я думаю, что эта цифра не столь важна мотивация, потому что стать педагогом — это, наверное, все-таки призвание, да. И здесь вот как раз-таки мы работаем в ключе, в федеральном проекте. Вот 3 наших колледжа — это Якутский педагогический колледж, Намский педагогический колледж, вот Вилюйский профессионально-педагогический колледж. Мы работаем в рамках федерального проекта «Профессионалитет», где вот мы как раз-таки сейчас занимаем одно из ведущих мест среди всех направлений подготовки, где вот подано наибольшее количество заявлений. Вот, к слову, про уникальность вашего учебного заведения. Вы единственный в республике колледж, насколько я знаю, который готовит по специальности коррекционной педагогики. Да. Очень уникальная история даже и в масштабах Дальнего Востока. В прошлом году у вас специальная мастерская открылась. Расскажите, как идет процесс обучения. Это тоже вот в рамках реализации национального проекта, федерального проекта «Профессионалитет». Это вот как раз-таки востребованные специалисты, логопеды, дефектологи. Это не только вот работа с детьми ОВЗ, да, с ограниченной возможностью здоровья, это вообще уникальные специалисты, которые работают в инклюзивной среде. Это и часто болеющие дети, да, возможно, те, которые вот не успевают, да. Как мы сейчас видим, сейчас у нас очень много детей, которые имеют, ну, скажем, такие, немножко такие педагогические, ну, не отклонения, а какие-то, вот, скажем, ну, замедленный, вот, задержка, например, речевого, да, и так далее. То есть поэтому у нас именно вот наш колледж выпускает таких специалистов в сфере дошкольного образования и в начальной педагогике. И вот как раз-таки они усилили наших специалистов, и вообще подготовка вот их кадров, она как раз-таки восполняет тот пробел, который мы уже должны за время обучения и в детском саду, и в начальной школе уже ребенка вывести на нормальный уровень. И как вы уже заметили, значит, в рамках вот федерального проекта по линии Министерства по развитию Дальнего Востока у нас выделены мастерские, это у нас интерактивные панели, очень много оборудования для работы с такими детьми. И вот у нас была защита выпускных квалификационных работ, очень хорошие работы, и наши сегодня вот выпускники уже востребованы в тех же в адаптивном образовательном комплексе, который у нас в городе Якутске, да, открыт. В точке будущего тоже наши специалисты востребованы. Я думаю, что сейчас это, ну, очень перспективное направление. Очень перспективное направление, учитывая, какая ставка делается в последние годы на развитие специализированного, инклюзивного, в том числе, образования. Вот вы сказали, вы ожидаете 850 студентов. Я, насколько понимаю, что это не только студенты, грубо говоря, с Вилюйского района, но и Сунтарский, Нюрбинский, все близлежащие. Соответственно, для них нужны общежития. Как
с этим дела обстоят? Я, насколько знаю, что для студентов это очень важный критерий, если, собственно говоря, где жить. Ну, уникальность нашего, наверное, колледжа, да, вот мы, скажем, подобие Дальневосточного федерального кампуса, да, то есть у нас все находится в одном месте, все связано, то есть даже на улице выходить нельзя, то есть все у нас в одном месте находится, и общежитие, и столовая, и переход, и учебный корпус, да, и на сегодня мы как раз-таки сейчас готовим наше общежитие для наших студентов. На сегодня у нас подано более из 28 районов республики, ежегодно у нас тоже, как вы уже отметили, есть Вилюйская группа, северные районы к нам очень часто поступают. В этом году у нас очень много заявлений с города Якутска. То я думаю, мы эту проблему решим. Угу. Ну, география обширная, насколько я понимаю. Знаю, что развиваете сетевое взаимодействие. В частности, вот, допустим, студенты-нефтяники, которые учатся, в том числе, один год они учатся здесь, в столице республики, в Якутске, в следующий год в Кызылсыре. Что дает вот такой вот мобильность студентов, что называется? Это уникальный проект, можно сказать, да, вот по сетевому по сетевому взаимодействию мы работаем, вот 5 колледжей вместе. Это Алекминский техникум, Мирнинский, вот, технический, да, МРТК, региональный технический колледж, Южно-Якутский технологический колледж, Горно-геологический, и вот наш Вилюйский профессионально-педагогический колледж на базе вот индустриально-педагогического колледжа, тоже в рамках программы вот, «Профессионалитет». Вот мы, год студенты обучаются здесь, проживают в ЕИПК, и уже на 2-й год обучения они уже погружаются в производственную среду. Ну, как вы уже заметили, Кызылсыр это находится на территории Вилюйского района. Это наша, как бы, получается, передовая организация, это уникальные, значит, площадки производственные, где вот наши студенты уже могут окунуться вот в саму сферу, производственную деятельность, да. И у нас вот в этом году открыты вот 2 специальности, как я уже сказала, добыча нефти и газа, да, и оператор нефтяных скважин. То есть уже мы вот в течение, скажем, первой половины года отработали с поставщиками. У нас будет поставлено очень хорошее оборудование, это примерно порядка 20 миллионов рублей. Значит, специалисты из Санкт-Петербурга к нам приезжали, то есть уже пусконаладочные работы у нас организованы, уже установлены тренажеры. И здесь надо сказать, что вот ЕТЭК, да, топливно-энергетическая компания, она у нас же является как бы драйвером развития, да, газа, в общем, разведки, да, и здесь вот как раз-таки наши студенты будут обучаться в административном здании, поэтому это очень важно, когда вот учебное заведение, вот, значит, предприятие, работодатель вот предлагает такие уникальные программы. Это, насколько я понимаю, такая партнерская программа ЕТЭК и колледжа, что вы готовите условно кадры, а потом ЕТЭК уже дает рабочие места. Да, и здесь важно, что вот мы уже оборудовали там 3 мастерские, и вот наши студенты уже 2-го курса, которые закончили в этом году здесь обучаться в индустриально-педагогическом колледже, в этом году они уже будут погружаться вот в профессиональные, скажем, знания. В реалии, да? В реалии. Тогда, получается, здесь они получают теорию в Якутске, а в Кызылсыре, что называется, на практике в поле работают. Да. Слушайте, уникальная история. Вообще, в целом, у студентов вашего колледжа насыщенная очень жизнь. Периодически мы следим за тем, как происходит их студенчество, и мероприятия, клубы, отряды педагогические в том числе. Что еще работает в колледже, что студент развивает не только с научной точки зрения, но и вот такой вот социальной? Ну, педагог — это вообще такая профессия, скажем, уникальная же, да? То есть это и взаимодействие, и организация внеурочной деятельности. Это не только знание своей, скажем, теории, методики, а, соответственно, также и овладеть социальными коммуникациями. У нас в колледже более 30 студенческих объединений, очень много, значит, у нас мероприятий и внеурочная деятельность. И при этом вот в этом году у нас тоже вышел уникальный проект Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, да, вот учебно-тренировочные сборы. Здесь мы также очень большое внимание уделяем и патриотическому воспитанию, то есть студенты нашего колледжа тоже имели возможность прикоснуться вот к этим сборам, и сейчас они вот в течение вот следующего учебного года будут уже амбассадорами нового проекта, который стартует во всех учреждениях СПО Республики. Алевтина Петровна,
15 августа завершается, насколько я понимаю, прием документов. 12 дней осталось. Ну, грубо говоря, совсем ничего. Вот я люблю этот вопрос задавать всем представителям сферы среднего специального профессионального образования. Для чего идти в СПО, если вот, ну, у нас есть, грубо говоря, высшее образование. 4 года, и в бой у тебя ждет хорошая зарплата, там, хорошее по меркам многих студентов образование. СПО для чего? Но здесь, наверное, надо вот тоже сказать, что это вот как раз-таки сейчас, когда вот время у нас ценится особо, да, то уже получить профессию мы можем уже начиная с 2 лет обучения. То есть студенты на базе 11 класса уже после 2 лет обучения, они уже могут получать и первую заработную плату, и уже как бы заниматься тем, что им нравится. И как раз-таки вот буквально на днях у нас выступал Сергей Кравцов, как вы знаете, министр просвещенческой федерации, и на сегодня у нас подано рекордное количество студентов, абитуриентов, которые хотят стать студентами СПО. Это более свыше 3 миллионов вот, заявлений. Это очень большая цифра. Это по стране говорим, да. И это как раз-таки показывает то, что на сегодня актуальны быстрые профессии, которые можно получить за определенный короткий промежуток времени и вот уже заняться собственным как бы делом, да. И на самом-то деле у нас и студенты уже начиная с 1-го курса во время, вот, скажем, уже после первого полугодия или там после 1-го курса они начинают проходить производственную практику, где уже сразу как бы устраиваются на работу. Поэтому вот принцип дуального образования, о котором мы очень много говорили, и говорим, и будем говорить, наверное, это как раз-таки приблизить наших студентов к реальной деятельности. Поэтому тем, кто все еще сомневается, не сомневаемся, идем, получаем можем первое получить специальное образование, среднее профессиональное, дальше уже повышать свои квалификации. Алевтина Петровна, я благодарю вас за интересную беседу. Уверен, что у вас впереди интересный сезон и интересный учебный год, который принесет в том числе, я думаю, и новых звезд в профессиональном педагогическом образовании. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.